вас как-то ограничивали, унижали, оскорбляли словесно, по отношению к вам физически как-то что-то допускали? Все вот это вышеперечислено. А конкретно какой-то один человек или вот прям все? Понимаете, если нашли, как сказать, козла отпущения, то это всегда это я согласна, конечно. пытаются, это в любом месте так. Ну да. Что в школе всегда так делается, что в любом учреждении там выше, в армии, в тюрьме, везде одно и то же. Я согласна. Это психология человека. Любого, кстати сказать. Тут уж ничего не изменишь. Но сам факт, что это вот все люди по отношению к вам какие-то притеснения позволяли? Или были, которые, в общем-то, не особо? Был тот, кому вообще все равно было. Это был начальник. Даже, я не знаю, видел он что-нибудь, не видел, но по-любому было все равно. То есть разбирайтесь сами, да, говорите, он там своей жизнью живет, да? Понятно. Ну, а вот этот вот рай? А он прогнулся под контрактников. В его случае это, видимо, инстинкт самосохранения. Он просто понял, что так для него будет меньше проблем. Но по отношению к вам он тоже какие-то активные притеснения проявлял? Или просто не Да я его почти не видел, если честно. Он всегда на кухне пропадал, а я его всегда... Ну вот к нему вам были какие-то претензии? Какая-то вот обида, может быть? Одна претензия была. А что за претензия? Он один раз прогнулся под контрактников очень сильно. У нас в армии, везде, в любой части, считается самое большое унижение, это если тебя назовут голодом. Но это тоже еще обосновать надо, как и везде. А тут получилось так, мы когда сидели в столовой, все, в столовой все всегда едят вместе. Пока все не доедят, мы не вставали там на заставах так. И получилось так, контрактник говорит, тот же повар, он не садится с нами отдельно. Говорит, сделай. Никто не понял, чего, может кто-то знал, но я не понял. Кто-то ему, может, не надо, тот сделай, я сказал. И тот выставил передо мной булку хлеба. Прям подходит, выставляет, и на всю столовую такой губы был. Я просто встал, развернулся и ушел. Я не стал не предъявлять претензий. Я изначально не стал. Потом я пытался выяснить, с чего это такое поведение. Но никто мне не смог на это ответить. И я просто развернулся, ушел. Я слышал там крики: вернись, ты чё? Я сказал, мне пора.